18 сентябрьдә Кырым татар активистларын эзәрлекләү очракларына тагын берәү өстәлде. Хукук яклаучы Надир Бекировка Акмәчет Джанко юлында һөҗүм ясалган. Кырымдагы асаба халыкларны өйрәнү һәм ярдәмләшү фонды мөдире булган Бекиров Нью-Йоркта үтәчәк БМО конференциясендә катнашу өчен юлга чыккан булган. Һөҗүм хакында Азатлык Акмәчеттә Бекиров белән күрешеп сөйләште. Ну, где-то примерно 20-25 километрах от Симферополя, это было примерно 17:05 по местному московскому времени, нас обогнал микроавтобус, остановился там перед нами, таксист-водитель остановился за ним, что для меня тоже немножко было удивительно, потому что можно было бы как бы объехать. Ну, такой обычный дядька, что он там не понял, что произошло. Через несколько мгновений, буквально не сосчитаешь до 3, из микроавтобуса выскочило 3 человека в черных масках, одеты в гражданское, ну, примерно как мы с вами скажем, и черные маски, так называемые балаклавы, с прорезями для глаз, кинулись к нашей машине. Моя первая реакция была такая, что это может быть какая-то, условно говоря, полицейская операция, то есть или меня провоцируют на какие-то шаги. Поэтому первое, что я сделал, один бросился к водителю, 3 с моей стороны открыли эту дверь и стали орать на меня, там, ну, не дошло, он там, выходи, вылазь, там, туда-сюда. Вот. Я, в общем-то, сильно не сопротивлялся. Первое, что я спросил, кто вы такие? Представьтесь, пожалуйста, потому что и по прошлым украинским законам, по нынешним российским, полицейский должен представиться тебе, имея дело с гражданином. Вот. Ну, в конце концов, меня уложили, стали обшаривать карманы, нащупали это тоже обычное место в левом внутреннем кармане, паспорт мой. Вытащили, значит, передают его, ну, я уже не вижу, кто это делает, вытаскивают, я опять оборачиваюсь, открывает паспорт, и за мгновение до этого я думаю, что сейчас скажут, о, это не он. Ну, потому что я же знаю, что я не в розыске, там ничего такого не делал. Говорит, о, правильно. Сразу после мгновения после этого я думаю, что мне скажут, вот вы то-то, то-то сделали, ну, по крайней мере, формально какое-то обвинение предъявят, мы вас там задерживаем, нет, паспорт захлапывается, и они убегают в свою машину, уезжают. Поехали в ближайший поселок, который называется Амурская. Я там связался с милицией, теперь это полиция здесь. Официальное заявление сделал о нападении, о грабеже. Меня полицейские все время расспрашивали, кто это может быть, что это, вот грабеж. Я говорю, ну какой грабеж? В общем, ни денег, ничего не нужно было. Он открыл, сказал, да, правильно, ну что-то в этом духе. И они, то есть их задача была найти мой паспорт и изъять его. Бекировның шулай ук кесәсеннән телефонын да алганнар. Үзе әйткәнчә, бу аны элемтәдән өзү өчен эшләнгән булырга мөмкин. Һөҗүм сәбәпләрен хукук яклаучы үзенең эшчәнлеге белән бәйли. Надир, сезгә карата оештырылган һөҗүмне нәрсә белән бәйлисез? Во всяком случае, это теперь мне не дает возможности не только поехать за рубеж, но даже выехать за пределы Крыма. Потому что сейчас между Крымом и Украиной континентальной есть, ну, в общем, кто как их называет. Украинская сторона административная граница, российская сторона ее называет как государственной границей, с обоей стороны идет пограничная стража, и ты не можешь пересечь эту границу хоть в том, хоть в другом направлении, если у тебя нет паспорта. Просто тебя высадят из любого вида транспорта и не пропустят. То есть это явно срывает мою поездку на эту Генеральную Ассамблею, хотя у меня и билет есть, и все остальное как бы. Но я думаю, что основная цель вот этой операции, чья бы она ни была, я не знаю кто, потому что я не могу однозначно показать на какую-либо или предположить относительно какой-то одной стороны. По разным обстоятельствам, вот так, чтобы я не попал на Генеральную Ассамблею и не имел шанса там говорить о ситуации в Крыму и крымских татарах, оно интересно по разным силам политическим. Как в России, так может быть даже и не в России, или не с российской стороны. Поэтому однозначных у меня подозрений в этом нету, но совершенно понятно, что не имея поводов для какого-то юридического преследования или предъявления, вот, что ты не можешь там, или там не то делаешь и так далее, нашли вот такой внесудебный, вне юридический способ просто предотвратить, сделать меня невыездным.